Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчоглу, глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины. И с господином Демчоглу мы хотим поговорить о ситуации, которая сложилась на юге Украины, и о готовящемся или уже идущем контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. Господин Демчоглу, здравствуйте, слушатели в студию. Доброго дня, шановний пане Михайло, или Заман Нерсенес Михайло. Свіста Заман Серсенес, доброго дня, шановний пане Демчоглу. Господин Демчоглу, какова обстановка на юге сейчас, в Одессе, в Одесской области, в Николаеве? Если бы вы могли охарактеризовать для нашей аудитории, как чувствуют себя жители Одессы и что они сейчас переживают? Скажу вам, что обстановка стабильная, напряженная, но с той стороны стабильная, потому что ракетные атаки чуть-чуть сместились на центральные области Украины. Система ПВО, которая на юге Украины, на Одесской, Николаевская область, показала себя очень эффективно, особенно в последнюю неделю. Практически 100% сбиваемость всех целей, и ракет, и дронов. Большинство дронов. Вот этой ночью тоже было буквально за 20 минут сбито 19 из 20 дронов. За 20 минут. 2 или 3, уже не помню, волнами были пуски. 2 ракеты и 20 дронов было выпущено. Обе ракеты были сбиты. И из 20 дронов 19 было сбито. Одна попала там, не знаю, какую-то несущественную постройку. А в связи с чем повысилась эффективность? Вы можете, если вы можете сказать о том? Потому что и раньше сбивали, понятное дело, ПВО работали, но сейчас, как вы, из того, что вы говорите, все стало намного лучше, да? То есть эффективнее стали работать или появились какие-то новые средства? Я думаю, что, во-первых, вооруженные силы Украины привыкли к этому виду нападения. Мало того, дроны все сбиваются уже на подлете. Если вот первой неделе там сбиваемость была 50%, первую неделю, как Российская Федерация начала использовать против Украины эти дроны, где-то через неделю выше сбиваемость. Но они в основном сбивались уже на подлете, фактически над городами, над населенными пунктами. И люди, а сегодня вот вчера и сегодня они сбивались уже на подлете, тоже даже к населенным пунктам уже не долетают. Они сбиваются там за 5 километров, за 3 километра до подлета, до населенных пунктов, до берега украинского. А как... Я думаю, что, во-первых, первая причина то, что вооруженные силы Украины к этому привыкли, научились бороться, и соответственно, произошла какая-то модернизация средств ПВО. То есть, если раньше была нацелена только на ракеты, то сегодня появились, я так понимаю, как насколько я знаю, уже зенитные средства, потому что против дронов эффективны зенитные средства противовоздушной обороны, и они по максимуму используются. Ну, мы очень рады за жителей Одессы и юга Украины, которые избавились от этих ужасающих атак дронов и ракет. Надеемся, что в ближайшее время в такой же безопасности будут и жители центральных областей Украины. Господин Демчоглу, а что насчет вот наступления? Какие ожидания от этого? Потому что как-то мы видим все... Давно, в принципе, говорили о контрнаступлении Херсона, Херсонском направлении. Потом было освобождение Харьковской области. И вот сейчас опять мы видим как бы половину практически правого берега, ну, можно сказать, ВСУ освободили. Но вот это вот мы видим приход или поступление новых человеческих, мобилизированных, да, то есть солдат на правый берег Днепра в Херсонской области. Вот какие ожидания от этого? Да, действительно, Харьковская область практически освобождена. Там осталось буквально единицы сел. Сегодня основной на том направлении, мы его называем левый берег реки Оскол. Основное наступление там идет в районе уже Луганской области. И по последним пару дней данным, вплотную украинские войска подошли к городу Сватово Луганской области. То есть фактически наступление на той части уже идет на территории Луганской области. Сватово и Кременная города.
С контратаки были попытки на прошлой неделе контратак за счет мобилизованных, которых очень полно в районе Сватова и Кременной, но они все были безуспешны, все были отброшены, и наоборот, еще там украинские войска на 5 километров, я знаю, продвинулись. Касательно Херсонской области, да, вы, как правило, заметили, пару недель назад была освобождена северная часть правобережья Херсонской области. Украинские войска уже подступают, приблизились как бы, можно сказать, уже совсем близко к Каховке, Каховскому водохранилищу, Каховской дамбе. И по заверению вчерашнего Министерства обороны Украины держат полностью под огневым контролем оба моста через Днепр в районе Херсонской области. Вы имеете в виду Антоновский мост и Антоновский мост, и дамбу Каховского водохранилища, да. Оба полностью под огневым контролем. Я вам скажу, что это группировка, в том числе за счет мобилизованных, вновь мобилизованных, как у нас называют, мобиков в Украине, новомобилизованных военнослужащих Российской Федерации, увеличивается потихонечку. Но я вам скажу, что итог всего этого будет очень плачевный. Очень плачевный, потому что если, например, там во время Изюмско-Лиманской операции им удалось за одну ночь убежать из Изюма, из Лимана, то тут такого шанса не будет. Группировка большая, мосты под огневым контролем, и, соответственно, результат этого всего будет очень плачевный для Российской Федерации и в части потерь, и в части жертв, к сожалению. Ну вот они говорят, что, вернее, не они говорят, а как бы эксперты говорят, что они получается, правом берегу Днепра, вот этой правобережной части Херсонской области, сконцентрировали где-то 30 батальонов тактических групп, и туда переправили большое количество мобиков или частично мобилизованных, да, или мобилизованных в российскую армию людей. Вот это что? Это они готовятся к защите и обороне Херсона от наступления, или они готовятся к наступлению новому? Вы знаете, я думаю, что Херсонская область по своему рельефу это равнина. И чтобы сделать наступление, нужно собрать такой мощный, я уже за 7 месяцев войны, понятно, с тем, что у нас администрация стала гражданской, военная, уже начала разбираться в характере ранений, там, к сожалению, направлению прилетов, виде оружия, виде ракет, виде средств защиты, ПВО, во всем уже начала разбираться, к сожалению. Как трактуют военные, чтобы перешли российские войска там к контрнаступлению, они должны собрать мощный военный так называемый кулак, группировку. На территории Херсонской области это сделать невозможно. То есть собрать группировку для какого-то контрудара или контратаки незаметно невозможно. Соответственно, учитывая, как себя показали украинские вооруженные силы, как точно они умеют бить по целям, большая разница между ударами российской армии, которые плюс-минус километр или 5 километров влево-право. И это подтверждают и российские военкоры, что точность украинской армии на высочайшем уровне, точность ударов. То есть вы хотите сказать, что вот этих 30 БТГ, которые они сконцентрировали на правобережье Днепра в Херсонской области, этого недостаточно для того, чтобы организовать очередное контрнаступление? Чтобы прорвать оборону, вот даже по итогам контратак украинской армии, видите, концентрировалась мощная группировка в определенном месте там, в течение недели и прорывалась там в 2 местах, желательно в 2 местах, потому что в одном месте там, как военные говорят, это плохо. Эта группировка может быть там окружена потом. В 2 местах должна быть как минимум прорвана оборона. Но чтобы прорвать оборону, нужно сконцентрировать больше. Вот в Изюмской операции, все уже знают, в Изюмской и Лиманской операции
Украины было 40 тысяч человек за неделю сконцентрировано, и, соответственно, оборона в районе Балаклии была прорвана. И Балаклии, и чуть-чуть южнее, выше Святогорска. Была прорвана в двух местах, но это Святогорск и район Изюма — это леса. Леса, поймы, горы. И можно по этим поймам, похоже на бессарабскую нашу, когда вот степь, холмы, да? очень похожи, кстати. Не степь, у нас степь, мало того, горы, холмистая местность в Бессарабии, но она еще холмы, они покрыты лесами. Да, вы про Харьковскую говорите. Вы про Харьковскую, да? Вы про Харьковскую, да. И в пойме рек можно пройти незаметно, и через леса можно пройти незаметно. Херсонская область, она малолесистая, это степь, мало того, еще ровная степь. Если вы проезжали вот там от Николаева до Херсона, когда-нибудь, увидели, что это полная равнина, где вообще нету лесистости. Соответственно, с точки зрения собрать контрудар, группировку мощную, маловероятно, она будет уничтожена. То есть вы имеете в виду, что на степи они будут как на ладони и легкой мишенью для ВСУ? Абсолютно верно. Если поднимается дрон, то он, говорят, километров на 20-30 в округе один дрон все видит. Если дрон поднимается на 500 метров на километр, то он видит все в радиусе 20-30 километров. Это очень большая видимость. Если там в Изюмском районе поднимался дрон, то он видит там на 2-3 километра. И он не видит, что творится за холмом. Господин Чугла, скажите, пожалуйста, вот эта вот атака дронов, которую организовала российская армия, она, очевидно, нацелена на гражданскую инфраструктуру. Вот президент Украины Зеленский заявил, что от 30 до 40% электростанций или энергетической инфраструктуры разрушена в результате вот этой последней последних ракетных атак и атаки дронов. Как в Одессе, в частности, и на юге, и в Украине в целом будут переживать зиму? Есть какие-то опасения или пока службы справляются с теми проблемами, которые возникают? Я вам скажу, что буквально сегодня общался с нашим начальником областного управления облэнерго. У нас в Одесской области повреждения очень малые, и они практически за 2 дня уже восстановлены. Перебои с электроэнергией в Одесской области минимальные. Да, были последние пару дней там плановые отключения на 2-3 часа в некоторых местах. Но в ближайший день-два будет все восстановлено. И я вам скажу, это система, когда акты терроризма, ракеты нацелены на уничтожение энергетической системы Украины, они в конце концов потерпят поражение. Почему? Вот как говорят энергетики. Да, разбивается одна станция, на нее там тратится дорогущие, в основном это калибры, там, ракеты дорогие, которые стоят по $5 миллионов, и у которых России ограниченное количество. Ну, то есть дронами электростанции не разбить, да? Только ракеты, получается? Да, дроны несут максимум 20-килограммовые ракеты, 30 самые крупные ракеты. Чтобы разбить электростанцию, нужно вот эти ракеты, которые тонна, 2 тонны, которых там которые поражают в радиусе 500 метров, километров, все. И тогда, самые мы знаем подстанции, вот даже те, которые, видите, они большие, они огромные. Чтобы их поразить, нужно использовать дорогостоящий дрон. Он может повредить одну трансформаторную станцию маломощную, которую можно восстановить или перекинуть на другую. И система энергетики Украины, она, как я вам скажу, имеет такую круговую сеть, то есть по всей Украине закольцована. Если выпадает с действия одна станция, они подключаются напрямую, и, соответственно, работает уже другая станция. Это занимает 2-3 дня и восстанавливается. А Россия не может каждую неделю устраивать такие массовые ракетные обстрелы, которые были там в начале прошлой недели, в начале обычно по понедельникам. То есть это нужно делать там минимум 3 раза в неделю, чтобы не давать ее восстановить там, или в России нет на это средств. То есть там еще Россия может себе позволить
такой шик ракетами, там еще 2, ну 3 раза максимум. Это не разрушит энергосистему Украины. Это может там, и, как говорится, повредить ее там на 2-3 дня, и потом она восстанавливается. Ну хорошо. Да. Поэтому в конце концов Россия израсходует все свои мощные, дорогие, высокоточные ракеты, и потом нечем будет воевать. Хорошо, а вот это каким-то образом, понятное дело, что они пытаются таким образом воздействовать на население, на граждан Украины, чтобы граждане Украины начали требовать скорейших переговоров с Россией. Это возможно добиться этой цели такими средствами, вот, исходя из тех настроений, которые сейчас есть в украинском обществе? Вы знаете, настроение в украинском обществе категорично. Посидим без света, ну и без Путина. Лучше посидеть без света, но и без Путина. Да. Вот поэтому ничего страшного. В 90-е годы было и похуже, когда сутками не было света, когда там веерные отключения были ежедневные, по 2 раза в день. Ну, я же говорю, по результатам сегодня в Одесской области уже сегодня, вот, например, свет вообще не отключался на территории Одесской области. Нигде. То есть, а есть ли какая-то, не знаю, там, ну, потому что вот эти вот ракетные удары и атаки дронов, они, в принципе, вредят не только энергетическую инфраструктуру, но и гражданскую инфраструктуру, имеется в виду дома жилые, да, квартирные и так далее. Стоит ли ожидать какой-то новой волны беженцев из Украины сейчас? Я думаю, что та часть населения, которая хотела выехать, она уже выехала из Украины. Наоборот, в Украину вернулось очень много беженцев, особенно там западные области, там центральную Украину, которые далеки от линии фронта и которые практически не подвергаются никаким обстрелам. Да, тяжелая ситуация сегодня касательно гражданских объектов. Сегодня на юге, в центральной Украине массовому ракетному обстрелу подвергаются Запорожье и Днепропетровская область. Те, которые близки к линии фронта, например, там со стороны Энергодара, постоянно наблюдают дальность РСЗО, так называемых ракетных средств зенитного залпового огня, вы знаете, от 20 до 40 километров максимум. Соответственно, вот, Запорожье сегодня находится на там, 35 километров от линии фронта, и то до центра Запорожья не доходит, южная окраина Запорожья достает РСЗО. Вот они этим терроризируют как раз южные районы Запорожья, города Запорожья. То есть это артиллерия, это не ракета, это артиллерия, можно сказать, да? Ну да, РСЗО это типа как вот грады, Да. по-старому катюши, ураганы. Их дальность от 20 до 35 километров максимум. Да, и они, к сожалению, бьют в основном по гражданским объектам. 90% случаев это повреждаются жилые кварталы. И погибают, к сожалению, гражданские объекты. Сегодня военные от этих объектов практически от обстрелов не страдают. Потому что военные находятся на синхронно, используют РСЗО. РСЗО используется для крупных группировок, когда наступает крупная группировка. А так, вы знаете, на войне в основном используются минометные. Вот, чтобы близ расположенного противника обстрелять, в основном используются минометы. Там. Я их тоже уже знаю, от 60-миллиметровых до 120-миллиметровых минометов. Да. Ну и, наверное, последний вопрос. Вот мы видим сейчас, не то чтобы развернулось, да, вот в случае с громким задержанием вот этого директора Мотор Сич. Как проходит сейчас борьба с теми, кто хочет с коллаборантами в той же Украине или в Одесской области, мы видели недавно в Белгород-Днестровске. Это работа постоянная или все меньше и меньше людей, которые хотят сотрудничать с русскими? Или война почему-то никому, по тем или иным причинам никого ничему не учит? Да, последний месяц все меньше и меньше коллаборантов как бы проявляется. И задержания как бы тоже уже редкие, но не из-за того, что как бы плохо работают спецслужбы, но из-за того, что действительно их стало меньше. Касательно Мотор Сичи, вы знаете, я вам скажу, я лично знаю этого человека, я был с ним знаком в Киеве в свое время, когда там был помощником народного депутата Верховной Рады.
Он действительно для Украины много чего сделал. Он построил серьезное предприятие «Мотор Сич». Но, к сожалению, за последние лет 5-10 допустил серьезные ошибки. Это первый, пытался продать стратегические предприятия, но, слава богу, эта сделка была отменена. Это еще было выявлено в 2014-2015 годах. Китайская компания, оказалось, что в Китае никто эту компанию сильно не знает. И подозревают, что это фактически ее контролировали россияне, эту компанию, как сегодня выявляется. То есть в Китае при запросах оказалось, что, знаете, мелкая китайская компания выкупает очень серьезную и крупнейшую, одно из крупнейших оборонных предприятий Украины. А почему, вот вы говорите, построил, сделал много хороших вещей для Украины, построил важное предприятие, но почему? Завод построил еще в советское время. Ну, понятно, но создал предприятие. Сумел сохранить. Вы знаете, он хозяйственник. Человек реально хозяйственник. Он награжден медалью золотой медалью, трудовой медалью Украины. То есть, герой Украины, по-моему, да? Герой Украины, если я не ошибаюсь. Герой. Почему в этом случае? Почему? Он сентимент какой-то, попал в зависимость? Что это такое? Не знаю, это выявит следствие, но то, что у него российский паспорт в 2010 году, то есть он его получил еще до вторжения на Донбасс, на Крым, то есть он получил, и фактически ему бы все простили. Но то, что он после 2014 года продавал моторы для вертолетов России, понимаете, после 2014 года, понятно, страна, которая воюет, этого нельзя делать. Какие бы деньги тебе не предлагали, этого нельзя делать. И он продавал после 24 февраля, по-моему, тоже что-то еще поставлял каким-то образом через Да, и так успел с 24 февраля попродавать. К Господин сожалению, это так, вы знаете. Но сегодня самое главное, понимаете, вся Украина, и сегодня вы видите, что с российской стороны тоже закидывают. То к нам приехал позавчера лидер африканской страны, не помню, Кабо-Верде или какой там, он был у Путина, потом приехал. То есть российская страна начала уже выдвигать месседжи, что готова к переговорам. По-моему, Гвинея, Сисоко Эмбала, по-моему, его зовут, да? Сисоко Эмбала его. Да, Гвинея-Бисау. Да, Гвинея-Бисау. Гвинея-Бисау, да. Потом и через Эрдогана тоже, президента Эрдогана такие месседжи тоже. Но сам Эрдоган говорит, что да, переговоры нужно обсуждать независимость Украины и освобождение ее территорий. И вы знаете, что Турция тоже. То есть позавчера, вчера Зеленский давал интервью французской газете, и он сказал такое выражение: чем призывать переговорам, пусть лучше, чем посылать месседжи переговоров, пусть перестанет посылать ракеты на гражданские объекты для начала. Очень хороший ответ. Это будет месседжем, это будет для нас месседжем, что можно о чем-то говорить. Господин Немчогло, спасибо большое, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Здоровья и мира. Всем спасибо.